Здравствуйте. DAIT – это детский социально-образовательный проект, в котором дети занимаются проектной деятельностью, учатся работать в команде у нас и повышают свои скиллы. Да, здесь вы видите наших ребят, которые приезжали к нам зимой. Вообще, почему мы нацелены на детей из улусов, да, из сельской местности? Потому что в городе Якутске у школьников очень много возможностей. Во-первых, у нас есть IT-клуб, онториум, IT-школы и так далее. А у детей, которые проживают в сельской местности, такой возможности нет. Вот кто из вас думал заниматься IT? Я, конечно, думал. Потому что я просто сидел дома, листал в интернете что-то, вот наткнулся на IT-школу от данного курса, от Steel Factor. Вы, наверное, слышали об этом, да? Я вот начал интересоваться этим, и вот это в интернете искал информацию, сколько там айтишники зарабатывают, или как им стать, и сколько на это времени уходит на это обучение. И вот на одном из информаций, с которой я столкнулся, там заработка вроде там сколько-то 200 тысяч рублей. Вроде. Ну, если ты хороший айтишник, то это есть. На самом деле. Да. Так. Итак, вернемся к проекту. Да? Вообще, надо сразу сказать, что данный проект для детей из сельской местности бесплатный. А школьники из города Якутска в нем не участвуют. Участвуют только улусные дети. Можем дальше сказать? То есть кто не участвует? Только дети из улусов. Из города Якутска и городские дети, они не участвуют. Я из деревни. Да, мы чуть попозже вот посмотрим географию, пока вот как все проходило. Да. Вообще данный проект, он у нас существует с 2012 года, он назывался Begin IT, может быть вы слышали, не знаю. Потом данный проект передали нам, мы увидели его немного под другим углом и сразу начали разрабатывать новую концепцию. В прошлом августе мы анонсировали проект, в сентябре начали прием заявок, соответственно, отбор. Отбор у нас происходит в виде собеседования с ребенком. Мы должны понять, имеет ли он мотивацию и что он вообще хочет получить от данного проекта. И в октябре мы уже его запустили. В принципе, можете ориентироваться на эту дорожную карту, потому что в этом году будет примерно так же. Когда происходит запуск проекта, естественно, сразу распределяются дети по командам. Как это происходит? Во-первых, в первую очередь это географически. Если вы с одной школы, с одного улуса, соответственно, по большей вероятности вы окажетесь в одной команде. Почему это так происходит? Потому что в некоторых улусах есть разница во времени. Анабарский, Среднеколымский, чуть-чуть разница во времени, поэтому мне очень удобно созваниваться ребятам, допустим, с Намцев и с Анабар. Да? Не совсем, но тоже неудобно. Дальше мы проводим установочные мероприятия, то есть мы узнаем, на каком уровне у вас скиллы. Есть ребята, заходящие в проект как опытные разработчики. Есть ребята, которые говорят, я разрабатывать ничего не умею, но очень хочу попробовать. То есть мы берем как с опытом, так и без опыта. В этом вообще значения не имеет. Главное, чтобы у вас было желание какое-то. Потом мы регистрируем на каких-то платформах вас. И начинается предварительный выбор тем. Здесь мы тоже не ограничиваем вас вообще никак. Если вы хотите разрабатывать игры, вы будете их разрабатывать. Если вы хотите заниматься разработкой приложения, или если вы подумаете, что вы совсем не разработчик, но вы хороший дизайнер, вы любите рисовать, можно разработать брендбук. Там разработчики вообще не нужны. Я как раз интересуюсь играми. Круто. Очень много детей интересуются играми. И, соответственно, после всех этих действий начинается изучение скиллов. Чуть попозже об этом расскажу. И, соответственно, начало работы над проектом. Когда вы выбираете тему, сразу начинаете на ней работать. Работаете вы с проектом, начиная с октября по апрель. Все это время вы разрабатываете свой проект.
Параллельно вам даются софт-скиллы, хард-скиллы, разовые лекции, лекции от специалистов и так далее. Зимой, в январе, у нас был зимний интенсив. Что такое зимний интенсив? Мы привезли ребят из всех вузов в город Якутск, провели им классные экскурсии, бесплатно проживали и питались они все эти дни. Были встречи с айтишными экспертами из сферы IT, были мастер-классы для ребят, и впервые защитили проекты за 3 месяца, что они сделали, перед экспертами. То есть им еще и дали обратную связь, как классные эксперты, для того, чтобы они успели поменять к защите стратегию, что-то доработали и так далее. В марте изучение скиллов у нас заканчивается, потому что ближется защита, и, соответственно, заканчивается работа над проектом. Потому что в апреле у нас демо-дэй, защита уже перед экспертами из сферы IT. На этом проект заканчивается, и летом в этом году мы провели в Малой академии наук в новом корпусе летний лагерь. Он назывался Dravie IT Skills Camp. Там мы не занимались IT, мы занимались тем, что увеличивали у детей софт-скиллы, да, получается. Потому что мы считаем, что несмотря на то, какие вы крутые, может быть, разработчики, дизайнеры или менеджеры, софт-скиллы очень важны для вашей будущей профессии. Да, вы знаете, что такое софт-скиллы? Софт-скиллы, если честно, нет. Так, софт-скиллы, мягкие навыки, получается то, как вы общаетесь друг с другом, да, ваша коммуникация, работа в команде, как вы выступаете. То есть, когда вы пишете проект, да, защищаете свой проект, вы должны уметь классно представить. То есть, неважно, насколько крутой у вас проект, как вы его представите, намного лучше откликнется перед экспертом, чем просто вы покажете свой проект. Ну, наверное, так примерно, да? Дальше. Да, здесь вы видите географию команд, которые мы охватили, да? Здесь есть и Анабарский, Среднеколымский, Ленский, Верхневилюйский, Вилюйский, Амвинский, Чурапчинский, Татинский. Вот очень много Мирина Кангаласского улуса было, потому что они очень активные ребята. Да, Знамские были вот Кабеконская и Намская улусная гимназия. Оттуда у нас тоже были ребята, 2 команды. На старте у нас было 102 участника. Да, мы приняли 102, заявок было 160, по-моему, из них 102 участника было принято. Было сформировано 10 команд из этих участников. Это 22 школы из 13 вузов. На финише у нас дошли, можно дальше, 56 детей. На самом деле, вы подумаете, почему так мало? Нет, это очень классный показатель, потому что ребята отсеялись первые 2 месяца. Почему я это говорю? Потому что вы можете прийти, попробовать и понять, что вам это не подходит. Такое тоже может быть. Да, это делается для того, чтобы, профориентация, то есть вы сейчас 9 класс, да, я так понимаю, вам еще несколько лет, вам надо будет сдать ЕГЭ, поступить в вуз. Если вы такие, ой, я хочу стать айтишником, но нигде не имели опыта соприкосновения с IT, вы поступите в айтишный институт, отучитесь 1 курс и отчислитесь. Я работала преподавателем, это стандартная история. 1, 2 курс и отчисление. Вы потеряете года своей жизни, перепоступите на другое, а здесь вы можете попробовать. Ваше, не ваше, да? Подходит вам IT, или вы вообще такой, нет, извините, я, оказывается, больше по медицине, и пойдете в медицинский институт. То есть здесь шанс попробовать. Как у нас выглядит проектная команда? У нас для вас есть 2 роли. Первая роль – это участник проекта, это, соответственно, вы разрабатываете проекты, вы проходите обучение. И вторая роль – это тимлид. То есть человек, который будет вместе с вами на весь период проекта, как наставник. Проект? Я лучше расскажу, какие проекты делать, чем рассказывать, что такое проект. Я думаю, ребята, какие-то проекты, типа научно-практических конференций, что мы, наверное, делали, похоже.
Да, тимлид будет с вами на весь период проекта, то есть от начала до конца. Он будет вам подсказывать, он будет руководить постановкой задач, будет подсказывать, какие методы решения нужно при каких-то нестандартных ситуациях. Также он будет проводить краткие курсы, консультации вам и всегда быть в мессенджере на связи. Саша, можно дальше? Есть еще, конечно, другие роли, но для вас важны только эти две роли, потому что там будут еще менторы, эксперты и так далее. Программа обучения, она выстраивается вообще у нас по принципу индивидуальных образовательных траекторий. Что это значит? Это значит, что вы сами выбираете то, чему вы хотите научиться. Конечно, софт-скиллы мы считаем, что они должны быть пройдены каждым участником. То есть вы должны уметь защищать проект, вы должны уметь управлять временем своим, чтобы закрывать вовремя задачи. Но помимо этого, хард-скиллы — это вот как раз-таки владение, как это сложно объяснять, владение жесткими навыками. Допустим, для разработчиков хард-скиллы — это уметь программировать на C++, да? Для дизайнера это уметь моделировать на блендере и так далее. Да? Здесь вы это выбираете самостоятельно, то есть вы приходите с запросом: я хочу научиться работать на Unity, или я хочу научиться работать на блендере. Ваш тимлид слышит этот запрос, собирает заявочки от других команд, вас набирается вот маленькая команда, или ваша вся команда вдруг захочет обучаться чему-то одному, вам находят преподавателя, и этот преподаватель с вами занимается. Продолжительность обучения, оно зависит от запроса и сложности. Что это значит? Это значит, что если вы говорите: я хочу попробовать Unity, но я не знаю, подойдет это нам или нет, да? Мы находим преподавателя, он дает вам вводную лекцию, что такое Unity, там, какие сроки обучения ему, чем оно вам поможет и так далее. И вы говорите: нет, извините, нам это, кажется, не подходит, мы хотим чему-то другому научиться. Окей, это называется разовая лекция. Один раз проходит, дальше вы ее забываете. Вы говорите: я хочу чему-то другому научиться. То есть у нас есть разовые лекции, есть продолжительные курсы. У нас некоторые ребята обучались Kotlin все 7 месяцев. То есть, да, кто-то захотел 7 месяцев обучаться, он обучился 7 месяцев. Кто-то захотел Unity, они пообучались 2 месяца, поняли, что это им не подходит, перешли на другое. То есть здесь вас тоже никто не ограничивает. Повторяюсь, бесплатная вся эта программа и обучение, вы ничего не оплачиваете. То есть все преподаватели для вас бесплатны. Так, Саш, можно дальше? То есть это вся как бы школа, да? То есть, можно сказать. Или это онлайн? Это все будет онлайн, да, потому что так как у нас Якутия очень большая, да, команда из разных улусов, все это будет происходить 7 месяцев дистанционно. Единственный раз, когда вы встречаетесь, это зимний интенсив, когда мы зовем всех в Якутск, вы приезжаете, там проживаете, круто проводите время, и лагерь. Если вы вдруг захотите в лагерь, то там тоже никто не обязывает, там приезжают любые дети, даже не относящиеся к нашему проекту. Так, по софт-скиллам, как раз таки, что у нас было, как правильно питчить, то есть защищать свой проект, тайм-менеджмент, как правильно управлять временем и выстраивать приоритеты, да? И хард-скиллы. Вот чем занимались нашей деятельностью на протяжении 7 месяцев? Django, Tilda, Figma, VR, Krita, Kotlin, Photoshop, мобильные приложения в конструкторе, Telegram-боты, Blender, DaVinci, Python, Unity, Unreal Engine. То есть вот этим всем, конечно, один учащийся вряд ли все это охватывал. Допустим, точно одна команда только на Unreal Engine работала, одна команда только на Kotlin работала. Но, в принципе, вы можете за весь период обучения попробовать все, что у вас думается. Дальше. Ну, конечно, в пределах разумного. То есть это не так, что я хочу все перепробовать, именно по вашему желанию. Какие активности у нас были за весь период проекта? 232 академических часа проведено занятий, 5 квизов мы проводили, 4 демо-дня, они проводились у нас каждый месяц, чтобы мы отслеживали, какой демо-день. В конце месяца у нас происходит демо-день, где ребята защищают свои проекты. Они говорят: за этот месяц мы особо ничего не достигли, но мы выстроили, сделали план, распределили роли, построили какую-то траекторию
реализации проекта и так далее. То есть у каждого по-разному, конечно, происходит. Кто-то несколько месяцев раскачивается, делает планы, рисует макеты, и в последний месяц пушка-бомба делает классное приложение. Кто-то сначала делает уже первые 2 месяца классное приложение, а все последующие месяцы дорабатывает. То есть тут у вас тоже свой индивидуальный темп. Никто вам не будет говорить, все там до декабря срочно, где ваша MVP, там, ну, минималист. Да, то есть, да. Так, один интенсив зимой у нас был, один курс повышения квалификации для учителей, то есть это выгодно было еще и учителям, которые могли привести вас в проект. И у нас был конкурс стикер-паков. Здесь у нас выигравший стикер-пак, как вы видите. По макетам этого парня, он был из Чуровчинской гимназии. Мы по итогу в конце всем подарили стикер-паки и использовали только его макет. Это очень классно, я думаю, что он в конце получил свой же стикер-пак в подарок. Ребята, знаете, что такое стикер-пак? Наклейки. Это наклейки, получается, распечатанные. Это школьник сделал, представляете, всем детям раздали вот и то, что он сделал на компьютере, распечатали, все вырезали, и можно клеить себя на телефоне, да? Да, Вот, на бутылочку. Чуть-чуть подробнее расскажу про каждую команду. Первая команда, она создавала у нас AR-приложение с масками. Как на фото можно было использовать, так и в реальной жизни. То есть наводите на приложение, как в Инстаграме, да, маски. Наверное, все пользовались. Для чего это было сделано? Чтобы они использовали данное приложение в приемной комиссии Института математики и информатики и могли тем самым продвигать свой институт. Можно дальше. Тут видео не прогружается, да? Можешь попробовать запустить? Вторая команда, она разработала... Давай запускай. Она разработала... У меня не кажется, не включено. Просто? Нет, она прямо здесь должна запуститься. Звук. Пусть без звука. Больше. Вот, видите, это игра, которую разработали ребята. Конечно, немножко качество Это жалко. школьники делали, представляете? Школьники, да. Такие же, как и вы. Можно задать вопрос? Они на каком, какие модельки они делали, в каком программе, то есть? И в каком движке они делали? Слушай, я тебе сейчас не подскажу, потому что у нас 6 игр, все делали на разных движках, в разных программах. Я сейчас тебе не скажу, на какую конкретно именно эта команда работала. Но я точно знаю, что каждую деталь они рисовали вручную. Это как раз Unreal Engine, кажется. Наверное, Unreal Engine, да. То есть там они даже показывали человека из смешариков, персонажа из смешариков они сделали. Нет, это робот Кино, по-моему. Биби. Да. И они сделали такие кучу макетов. Они сначала на первых нескольких месяцев показывали вот модельки, типа мы вот сделали эту модельку, а еще вот эту, а еще вот эту. То есть очень классно на самом деле. Вот так вот выглядела у них Комната? комната, да. Здесь у них, по-моему, был гараж. Здесь комната, вторая комната. Ну, то есть там можно было ходить, поднимать каждый предмет и что-то с ним делать. Это, по-моему, головоломка у них игра была. Это вот на фотографии сидят дети, которые делают, да? Да, это ребята, они из Анабарта как раз таки. Ребята из Анабарского вуза. Вот они сами разработали логотип себе и так далее. Можно дальше. Еще раз смотри. Вот. Так, третья команда тоже разрабатывала игру. Можно начать запускать. Она называлась «Уйцю. 3 истории возле лесной избушки». По якутским мотивам видно плохо, потому что это триллер-хоррор, да? Можете на мониторе смотреть. Да, может там, наверное, больше видно. Там темно, они идут ночью по лесу, охотничья избушка, да? Открывают, вот здесь вот у них стоит свеча, они берут тарелочку как раз таки и начинают гадать, по-моему. Да. Кажется, Да. они делали это на движке Unity. Может быть, да, у нас Unity давалось, скорее всего, так есть. Вот, да, у них там как раз-таки выбор, спросить что-то, показать буквы, и здесь в процессе гадания, это трейлер, по-моему, в процессе гадания что-то случается,
И их задача была то ли найти кого-то, то ли спастись от кого-то. Ну, то есть очень прикольная игра. Кто-нибудь слышал про то, что когда это тарелки, да? Да. Ну, конечно, наверное, да. А ты по 2 раза нажимай, тогда она должна выиграть. Дальше следующий? Ага. Еще раз скажи. Вот. 4-я команда город Среднеколымск. Полностью это была команда сформирована. То есть есть команды где-то, где есть разные улусы. То есть там 4 человека с Вилюйского улуса, 5 человек с Сунтарского улуса. Мы их объединяем в одну команду, потому что где-то примерно 10 человек в команде должно быть. Здесь в Среднеколымске было 10 человек, мы объединили их в одну команду. Какой у них был кейс? То есть у них есть доставка суши, но ни Инстаграма, ничего нету. Вообще в Среднеколымске особо не работает. Инстаграм. Спасибо. И как осуществляется прием заказов? Они звонили по телефону, и человек на том проводе говорил: сегодня в меню суши какие-то, суши такие-то, суши такие-то. Вот просто перечисление меню, и все. То есть ни WhatsApp, ни Телеграма, ни Инстаграма, ничего не было. Ребята проанализировали все, решили создать телеграм-бота доставки еды. И, соответственно, в принципе, у них, по-моему, получилась MVP-шка, они ее не доделали, но у них очень классный результат. То есть они как бы не пришли к чему-то готовому по итогу 7 месяцев, но классный результат, знаете почему? Потому что в Среднеколымске нет мобильной связи. Они не могли связываться друг с другом, они приходили в школу, помимо того, что они учились, они оставались вечером, слушали лекции в записи, то есть то, что мы проводили днем, они не могли это послушать. Мы записывали для них видео с экспертом, они все это слушали, обучались вечерами, потом шли домой, там очень темно, еще не говорили было. И дома у них тоже нет интернета, и им приходилось 7 месяцев работать со школы. Со своим учителем они собирались в школе и работали, и делали этот телеграм-бот. Представьте, насколько мотивации у ребят чем-то заниматься, если они это только в рамках школы могут делать. Это очень классно. Саша, можно дальше? Да, можно сразу нажать. Тоже градостроительный симулятор. 5-я команда, по-моему, Павловск и Чуравчинский улус. Да, вот они прям видео записывали, это вот симулятор. Конечно, недоделанный, но тоже очень классно, потому что ребята не имели опыта в программировании и разработке совершенно. Они начинали с нуля и, ну, хоть чего-то, но добились. Тоже классно. Саша, можно дальше? Еще раз скажи. Да. Тут тоже визуальная новелла. К сожалению, видео они не смогли предоставить. Но я даже пробовала, они даже опубликовали эту игру, я пробовала в нее поиграть. Здесь видно, как они рисовали макеты. У них было... Явно художники. Да, у них большинство было художников. У них было только 2 разработчика из... Ну, то есть 8 художников. Ну, там 1 менеджер, 7 художников, 2 разработчика. Очень классно они показывали, как они рисовали макеты. Очень долго они создавали свой фирменный стиль. И игра у них, я не знаю, честно, я не очень разбираюсь в играх, она... Вот, допустим, ей давали выбор 4 действия, и ход игры зависел от того, какие действия ты выбираешь. О! Да. И я даже поиграла в разных вариантах, то есть там полежать в кровати еще 10 минут, нажимаешь, потом на тебя начинает кричать отец, что ты слишком долго лежишь, а когда ты встаешь, он сделал тебе уже яичницу, и ты можешь покушать. Ну, то есть, что очень такое прикольное. К сожалению, видео сейчас нет, да. Можно дальше. 7-я команда тоже игра про старика, который идет спасать свою дочку. Вот так вот она выглядит. 2D игра, да? И параллельно сражается с собакой. Да, он называется. Здесь вообще команда из 3 человек, то есть за весь период у них было 13 человек, 10 человек отсеялось, осталось 3, 1 разработчик, 2 дизайнера. Да, и они все равно допилили игру. Красавчики. Можно дальше. У них явно больше мотивации, чем у остальных. Наверное. То есть были команды, которые 9 человек дошли до финала, а у кого-то было 3 человека. То есть это, в принципе... да, даже 1, по-моему. Да, одна девочка доходила.
8-я команда, они создали маркетплейс натуральной продукции. Они жили, по-моему, в Мегиных Ангеласах, ребята. Да, они прям приложение создали. У них был по итогу на финальном дне сайт рабочий, приложение рабочее. И им даже предложили финансирование кто-то из наших экспертов. Но, если честно, я не узнала, как у них дела. Но идея была очень классная. Даже они настолько все продумали, что сделали план по станциям, где будет храниться их еда, как они будут монетизировать свое приложение, там, по-моему, карту, географию, где они могут доставлять по республике и так далее. Короче, очень классный проект был. Так, можно дальше, наверное, да. 9-я команда, вот как раз таки я говорила о том, что не обязательно быть разработчиками, ребята создали брендбук Маянской школы. То есть у них должен был вот к сентябрю, по-моему, у них должен быть ремонт или за лето, надо будет тоже уточнить. И так как у них был ремонт, им надо было сделать собственный фирменный стиль. И ребята разработали брендбук со всеми эмблемами, фирменным стилем, макапами и даже предложили, как можно брендировать, какие подарки можно давать партнерам и так далее. Мерч. У них были, да, мерч. Не знаю, можно так сказать или нет, да. Да, у них были только дизайнеры и один менеджер. Да. И 10-я команда, они создали сайт-форум по играм, то есть они заколлабились с другими командами, они начинали игру, но не смогли, то есть где-то в декабре они поняли, что у них не хватит навыков создать игру, и они решили, давайте-ка мы вместе с другими командами совместно да, начнем делать сайт. То есть сайт они сами делали, но это сайт-форум, где они прогружали вот игры других команд, вот это игра первой команды, по-моему, ну, короче, да. Из разных команд, Вот, короче. да, они публиковали новости из мира геймдева, да, типа, чего достигли другие команды и так далее. Там было очень классно, что они сделали авторизацию, новостную ленту и так далее. Ну, то есть тоже хороший результат. Можно идти дальше. Да, вот здесь вот у нас ребята на экскурсии в Сбер 21. Саш, тут можно, наверное, уже чуть побыстрее. Или Да, мне расскажи, что это они приезжали на зимний интенсив, там. Что они ну да, вот то, что я говорила про зимний интенсив, когда они приезжали, мы давали им экскурсии по IT-пространству, в том числе в Сбер-21. Там для них проводили игры на сплочение и дополнительные лекции, рассказывали, зачем нужно входить в IT и так далее. Это все сельские дети из Да. города Иркутска, ни одного ребенка нет. Ну, тут тоже фоточки, как они вот занимались во время интенсива. То есть это было новогодний, после новогоднее время, мы подарили им подарочки. И помимо этого вот они занимались. Впервые некоторые встретились со своими командами. То есть там были, вот я уточню, 5 разных улусов. Они наконец-то встретились, познакомились, поболтали, кто-то подружился. И вот они вместе, вот как тут видно, разрабатывают вот макеты, там они программируют. Здесь уже делают презентацию параллельно. Все очень классно. Это у нас мы на финале. Тут уже и эксперты, и наши химлиды, и преподаватели. Даже и приехали учителя, которые сопроводили детей на интенсив. То есть не обязательно приезжать с родителями. Некоторые взяли ответственность от учителя, привезли весь класс. Тоже классно. Для учителей мы тоже отдельно проводили, по-моему, в мастер-классе они участвовали. Можно дальше. Это у нас защита проектов, тоже проходит вот в таком формате, мы все подключаемся дистанционно, и ребята защищают свои проекты. Здесь у нас были эксперты, вот Максим Сорочинский из Пединститута, Петр Лукачевский, с которым мы вчера встречались, получается. Матвей еще первый. Да, Матвей Бедагоев из компании Дрейги, Анисия Лазарева из... Как они называются правильно? Центр технологического предпринимательства. Да, Центр технологического Студенты, которые есть свои стартап-бизнесы. Да. И все, по-моему, можно дальше. Да, вот по лагерю, вот летом у нас прошел лагерь, 5 дней.
приезжала команда из Москвы и Беларуси, да, получается, и проводила ребятам командообразование, какие еще слова? Коммуникационные, да. Все очень подружились, научились, как говорить, рассказывать, как Да. рассказывать презентацию, показывать. Мы туда пригласили 50 детей тоже из сел республики. Все они проходили индивидуальный отбор. Не было такого, что надо брать из каких-то вузов каких-то детей. Все на равных условиях. У кого-то, к сожалению, не приехали одноклассники, кто-то, наоборот, с одноклассниками попал в эту смену. То есть как получится, да. Здесь вот видно, мы как раз-таки на командообразовании играем. Там, по-моему, полотенце было, здесь перешагивание, тут вот палочка. Потом были интеллектуальные игры дополнительные для них. Здесь ребята сами сочиняли песни и пели. Здесь вот играли на гитаре. Все это было в Малой Академии наук? Да, Да, я вот узнаю. Да, в новом корпусе. Можно дальше? Да, вот мы все фоткаемся. Это в самом конце, по-моему, уже. Нет, в самом начале. Да, ребятки, да, выдали футболочки. Мы всем подарили фирменный мерч, конечно же. Это футболочки, шоперы, бейсболки и бейджики, чтобы они знали, вписывали свои имена при знакомстве. Да, ребята тоже были разновозрастные. Те, которые закончили 7 класс, соответственно, становились 8 и до 10 класса. То есть 11 и 9 мы не охватывали, потому что у них ОГЭ и ЕГЭ. Да, вот видите, как вначале дети были очень зажатыми, зафотались, они прям вот стояли вот так вот, а потом видно, что они такие радостные, и даже уже под конец сделали сердечки, хотя они все из разных вузов, настолько сдружились, что было очень классно. Тут тоже какие-то игры проходили у нас на командообразовании, более интеллектуальные. Можно дальше? Да, и здесь вот мерч, которые получили ребята. Да, вот можно отсканировать сайт наш. Вы можете подписаться в Telegram. Скоро у нас стартует прием заявок в конце августа или в сентябре. И вы можете к нам присоединиться. Я раздам вам еще планки. Если вы не успели его отсканировать, здесь есть контакты. Если вам самим, может быть, это не стало сильно интересно, вы можете посоветовать своим одноклассникам. Да, и если вдруг у вас есть какие-то вопросы, вы не очень хотите писать в Telegram, можете написать мне лично. Вот мой номер, вот мой Telegram, да, можете что-то спросить, вдруг вы захотите войти с командой. У нас, кстати, есть заявки разные, можно зайти, то есть вы пишете, что, господи, Командная? да, командный ход или индивидуальный, то есть вы думаете, я не наберу команду, но я очень хочу, я зайду один, то есть вы подаете заявку, я хочу попасть в проект. Индивидуально заходите, ничего страшного, у нас таких ребят очень много было. Или командное, это когда вы в классе собираетесь, давайте всех 4 или 5 зайдем в проект. Тогда вы, и возможно, вы так подойдите, а может быть ваш учитель скажет, давайте подойдем вместе. Тогда учитель может заполнить заявку и вписать, что вот у меня столько-то детей из такой-то школы. То есть любой вариант, который вас устроит, он может быть верным. Как хотите. Все, у меня все. Спасибо. Вопрос у вас.